Агентство гражданской авиации Грузии обратилось в Международную организацию гражданской авиации с требованием запретить российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Сухумский аэропорт в Абхазии. В Тбилиси полагают, что полеты в Абхазию якобы нарушают принципы Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. В Тбилиси возмущены тем, что аэропорт Сухума не имеет сертификата годности, выданного грузинскими авиационными властями. Напомним, что по имеющейся информации, восстановленный спустя 30 лет Сухумский аэропорт начнет принимать регулярные рейсы из России в мае этого года. Также МИД России 14 марта отменил рекомендацию воздержаться от поездок в Абхазию. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства. Ведомство рекомендовало россиянам не ездить в республику в ноябре 2024 года. Сейчас, как пояснили в российском МИДе, ситуация в Абхазии нормализировалась. В Москве знают, что в Абхазии очень ждут гостей из России к открытию нового курортного сезона. Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов, отметили в министерстве. Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский призвал отменить ограничения на продажу туров в Абхазию из-за нормализации ситуации в стране после президентских выборов. Об этом он заявил на пленарном заседании туристической выставки «Интурмаркет». В связи с нормализацией ситуации в Абхазии после прошедших выборов президента и встречи президента России Владимира Путина с президентом Абхазии, мне кажется, что пришла пора все-таки снять то ограничение, которое сейчас действует. Я знаю, что ведется работа, но хочется от лица отрасли официально об этом еще раз попросить, сказал Уманский. Он также отметил, что увеличение турпотоков между Россией и соседними странами должно помочь введению преференциального режима для туроператоров, которые отправляют туристов в дружественные страны. Продолжаем передачу. Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону 18 марта, передает агентство Reuters. Об этом он сообщил журналистам на борту самолета во время перелета в Вашингтон из Флориды. Республиканец уточнил, что намерен во время беседы поднять вопрос территории в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС. По его словам, за выходные было проделано много работы. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет. Но я думаю, что у нас очень хорошие шансы, сказал он. Я думаю, что на этой неделе у двух президентов состоится действительно хорошая и позитивная дискуссия, сказал он. По словам Уиткофа, при посредничестве США позиции сторон конфликта на Украине начали сближаться, и перемирие можно ожидать в течение нескольких недель. Разговор 18 марта, если он состоится, может стать вторым между политиками с момента вступления Трампа в должность. В прошлый раз Дональд Трамп и Владимир Путин разговаривали 12 февраля. Уитков несколько дней назад приезжал в Москву и встречался с Владимиром Путиным. Трамп после его визита заявил о, цитата, «хороших и продуктивных переговорах с Путиным». Шанс скорого завершения конфликта на Украине он также оценил как хороший. Спецпосланник американского президента Уитков посещал Россию вскоре после переговоров американской и украинской делегации в Джиде, которые состоялись 11 марта. Украинская делегация сообщила о согласии прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления. Владимир Путин заявил, что поддерживает идею о перемирии, но оно должно привести к долгосрочному миру и устранить первопричины конфликта. По его словам, необходимо совместно обсудить ряд важных вопросов, среди которых какова будет судьба украинских военных в Курской области, кто будет ответственен за контроль обстановки на линии соприкосновения и не использует ли Украина 30 суток перемирия для наращивания военного потенциала. Трамп назвал заявление Путина многообещающим, но неполным. Будем следить за продолжением событий. На сегодня на этом все. Будем продолжать следить за самыми важными событиями вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.